Приветствую, друзья! Канал Якутия-24, программа «Просто вкусно» и с вами Петр Цыпандин. Мы находимся в гастростудии ресторана «Мусхая», и к нам сегодня в гости пришла многодетная мама, предприниматель, архитектор, дизайнер, декоратор, в общем, мастер на все руки Евгения Щукина. Евгения, приветствую! Добрый вечер! Да, а с чем вы к нам сегодня пришли, учитывая то, что у нас такой кулинарный формат? Благодарю за то, что вы меня пригласили. Так, я сегодня пришла к вам с необычными блюдами, да? Необычными? Так, Ну, это для вас, уже наверное, да? интригующе Нет, звучит. шучу. Нет, для нас это обычно, да? Ага. Так, блюда, которые готовятся очень быстро и вкусно получается. Как ваша передача прямо, да? Да, просто вкусно. Просто Самое вкусно. главное, вот результат Да. нам нужен. Да. Мы И сегодня что будет? Да, мы сегодня приготовим ребрышки под соусом барбекю. Вау, Да. круто. Ага. Потом мы отварим картофель алёкминский. Алёкминский. Да, Тоже сегодня вы это важно. попробуете, Ага. да. Так, и сделаем хлебцы. И Это хлебцы все еще. мы оформим и с вами насладимся. Да, но то есть мы должны успеть. Передача на 45 минут, так что я предлагаю начать, учитывая, Я что думаю, у мы нас успеем за 10 3 минут. да. Сегодня с нами, к сожалению, нету Семена, ну ничего страшного. Я вам буду в меру своих способностей стараться Мы можем и делать ему- вид помогать. Да, мы можем курьером ему отправить. Да, курьером чуть-чуть. отправить, да. Ну, если останется. Так, Ага. с чего мы начинаем? Так, сейчас мы начнем. Сначала мы почистим картофель. Да, я могу помочь. Я вам доверю это. Да, да. Алёкминскую картошку. Это несложную манипуляцию, я, Да. скорее всего, смогу Вы ее справиться. почистите, Ага, помоете, да? да, И помою. поставим варить ее. Пока она у нас варится, мы займемся ребрышками. Мгм. Пока будем делать соус. И в дальнейшем мы, пока у нас ребрышки будут запекаться, мы будем делать хлебцы. Мгм. Так, я буду делать ребрышки. Вы Да. беретесь за ребрышки. Вы Да. рассказываете, что нужно сделать, да, Я сразу? сейчас возьму противень. Так. Ну, то есть ребрышки будут в духовке? Да, ребрышки мы будем запекать в духовке. Так, на противень мы устанавливаем пергаментную бумагу, чтобы у нас Не прилипало? ничего не прилипало, было более сочно. Так, устанавливаем нашу бумагу. Ну, ребрышки, это, мне кажется, самый вообще легкий способ, когда ты приходишь с работы уставший и по-быстрому что-то приготовить. Ну, учитывая то, что вы многодетная семья, надо раз-раз Да, много ртов там, да. и по-быстрому. Все да? очень по-быстрому, смотрите, какие они очень. Ну, то есть это блюдо, которое вы дома тоже, скажем так, практикуете, да? Мы это, да, у нас, это наше почти периодическое блюдо. Ну, в неделю Ну, раза 3 точно мы делаем это. Ух ты. Но, Так, мусор под вами. Так. так, для соуса нам понадобится, ну, обычно я соусы сама делаю, но сегодня я принесла готовый, потому что нам же нужно быстренько все Да, сделать. да. Вот такой обычный барбекю соус. Есть разные марки Махеев, там Хайнц, да, так. Так, немножко добавляем вот соуса такого, чтобы у нас мясо получилось мягким, сочным и таким поджаристым. Мы обязательно его соус не чисто вот барбекю, мы его перемешиваем со сметаной. Со сметанку добавляете? Да, сметаной. Ну, иногда можно со сливками. Я иногда молоко добавляю. Ну, чем, как сказать, когда вы экспериментируете, тем вкуснее. Так, ну, в нашем случае сегодня у нас сметана. Так, мне нужна ложка. Ложка вот за Все, вами. нашла. За вами. Ну, вы же уже помянули, же, что любите готовить, да? Да, Это я как бы обожаю традиционное готовить. ваше блюдо. А есть какая-то коронка такая? Коронка? Коронное блюдо? Я какое-нибудь думаю, такое? коронка в зубе. Макаронка. Это шучу. Коронка, ну, такого особого, наверное, нет, потому что мне все нравится. Всё нравится. Я всегда экспериментирую, и у меня нету зацикленности на одном каком-то. Мгм. Вот, допустим, Любите экспериментировать? да, когда очень получается, да? много. Наверное, как сказать, такая хотела выразиться, да, типа, ну, наверное, этим я удивляю всегда своего мужа, семью, потому что всегда, ну, что-то новое и всегда попадает в топ.
А следите специально за тем, что кушаете? Сейчас же как бы, ну, Правильное питание? модная тенденция, там говорят, да, правильное питание, Ну, там, КБЖУ, что-то там Ну считают. да, раньше мы жестко за этим следили. У нас прямо, мы конкретно где-то год, перед тем, как завести третьего ребенка, мы жестко начали с собой заниматься. Мы там такие стройняшки стали с мужем. И там мы конкретно следили за правильным питанием. И мы конкретно вот перешли на курицу. Из-за этого у нас сейчас мало мы едим курицу, потому что мы ее в то время переели. Переели, да. Да, жестко переели. И, ну, как бы от того у нас времени осталось, что у нас почти жирного нету. Ну, мало там. Мало И жира. выпечки вот таких же есть, которые там, всякие булочки, вот это перестали. Потому что раньше я всегда булочки, торты, там всякие пирожки. У меня есть фирменное блюдо, вот, аказики. Вот их вообще всегда... Что за оказия такая? Да, это есть такой- Хочешь спросить? Аказики это типа, как сказать, они как беляши, только они открытые. Это получается блюдо наших старожил, которые раньше приехали сюда. И они вот придумали блюдо аказики. Первый раз слышу. Да, надо потом попробовать. Да, Вы хорошо. будете в восторге. Хорошо. А откуда любовь к готовке? Это с детства. Детство? С детства, да. Я вот, когда разбор делала, ну, я поняла, что уже в детстве мне нравилось Ну, то есть вкусно уже кушать. всю жизнь вы пронесли это с собой, Да, да? Ну, пронесла это и... Вы же супруга Виталия Щукина, который, кстати, был у нас тоже в гостях. Да, Да, кстати. ну, Виталию повезло жестко. да? Кстати, Виталий, который готовил блюдо, это вот тоже я его научила. А, Ну, уже, правильно, по-моему, он так и говорил, да. да. И вот, ну... Так, Ага. вы добавляете, Мы добавляем- там много зелени, да, еще что-то там? Да, зелень, Укроп, по-моему. зелень не так много, но, ну, чтобы Ну, разные, я имею в виду. по чуть-чуть, да. Обязательно зелень, она придает пикантный вкус. Перец черный, неотъемлемая часть. Так, и смотрите, паприка. Паприка, да. Паприка вообще... И для цвета, и для запаха, Да, для паприка аромата. вообще это один из полезнейших продуктов. Ну В да. нем очень много витаминов. Каждую приправу... По-моему, там капсаицин есть. А, я как бы Ага. блесну знаниями. Это хорошо, Да. молодец. Вообще паприка, если ее изучать, то вы будете вообще в восторге от его полезных свойств. Ну и чеснок Сушеный. сушеный. Ну, мы еще можем и живой использовать, давить, но сейчас в данном случае мы сухой сделаем. Так, мы это все хорошо перемешиваем, чтобы такая консистенция получилась более. Так, и, И все намазываем. обмазываем, да, обмазываем очень хорошо, чтобы это все у нас пропиталось во время запекания. Ну, смотрите, вообще очень много рецептов по готовке ребрышек. То есть как всяко разно можно. Да, один раз я просто в интернет заглянула. Сначала сейчас, слава богу, и таких... это все есть, да, в да. интернете. Но, как сказать, когда я готовлю блюдо, я его мне приносят продукт, я сразу сама его делаю. Составляю химический состав такой, типа так можно, и потом делаю. Если не получилось, я уже заглядываю в интернет. Если получилось, ну типа, то есть старайтесь да, придумать что-то придумывать свое, да. рецепт, да? Да, и каждый раз я экспериментирую. Но раньше я была настолько, как сказать, так, мы одну сторону помазали и переворачиваем. вторую тоже надо. Да, обязательно вторую. Так, переворачиваем. Так, смотрите, чтобы вот эти ребрышки, они были верхом, вот этот холмок. Так должно быть, да? Да, потому что оно стекает, и та часть получается мягкая, это хрустящий. Ну, это типа лайфхак такой. Ну-ну-ну. Но, Как говорится, будем знать. да. Ну и получается вот много разных рецептов есть, и ну, каждый по-своему. Ну, сейчас этот, наверное, рецепт просто от меня. То есть методом проб. Вы же Да, как бы методом проб. творческий человек, Очень любите творческий, экспериментировать. вообще люблю экспериментировать во Да, всем. ну, то есть собственный рецепт какой-то придумать, да, что-то такое ввести. Да, раньше я, кстати, тоже блоги по еде вела. Ну вот рецепты тоже простые. Ну, это было все до рождения ребенка, потому что когда маленький ребенок, ты уже Ну, немножко меньше времени. немного Так, вообще так что времени не нет. нужно, мы уже такие. Так, это мы уже все, смотрите, как все оформили. Ага. И теперь мы вставляем
оставляем это в духовке. Да. Так, у нас середина это здесь же будет, да? Ну, где-то так. Не, ну чуть повыше можно. Повыше, вот сюда. Так, и 100 или даже 210 можно. 210 можно. Да. Мгм. Добавим. Да, и мы будем темпера. немножко заглядывать, смотреть. Да, ну, будем следить. Время засекли. Да. Следующее. Так, я картошку уже почистил, я Так, быстро всё. давайте ее помою. Да, и мы ее, сейчас этот картофель сразу разделим на 4 части и поставим варить. Ага. Это наша тоже. Мгм. Так, я предлагаю вот сюда максимально поставить. Так, делим. Да, вот так мы ее просто Ой, делим. Ага, так. Вот Вот так так. на 4 части. эту картошку мы возьмем, это мы срежем. Мгм, вот такая у нас должна Да. получиться красота. Мгм, И вот так, и вот так. мгм. Так, так. Вот. Ну, чтобы она в рот поместилась. А. А это Дольки. нормально или поменьше делать? Да, можно еще поменьше. Ага. И все вот. Ну все. Мгм. И заливаем водой. Да, водичкой заливаем до состояния, чтобы они выглядывали. Ну, не сильно, да. Хорош. Мгм. И обязательно солим. Сразу. Сразу солим. А, да? Да. Ну, видите, это тоже у каждого свой способ, метод. В моем случае это вот сразу. Ага. Так, и поставили все. Мгм. Так, половинчиком не поменяем, да? Давайте. Там будет, да, чтоб- А мне кажется, даже вот сюда можно. Ага. Так, все мы посолили. Это наш гарнир, он готовится. Потому что ребрышки просто так, как сказать, не будем кушать Да. голыми, да? Нужно обязательно с чем-то. Сытнее было, да? Ага. Ну все, теперь мы переходим на хлебцы. Хлебцы это у нас получается, мы используем, вот, кстати, тоже от правильного питания осталось, мы едим бездрожжевой хлеб, чисто из гречичной муки. Вот из этого гречичный хлеб он называется. Бездрожжевой. Бездрожжевой, да. Он очень вкусный Я и полезный. про него единственное знаю, что он дорогой просто. Ну да, и Он мы... дороже, чем обычный. Ну да, я не знаю, сколько он стоит, но мы берем его всегда по 10 булок, замораживаем и достаем. Каждый день я делаю из него завтраки. И он, когда разморожен, он еще вкуснее и нежнее. Он прямо во рту тает. Даже так, затариваетесь и все, да? Мы затариваемся, потому что мы затариваемся. Да? В общем, запасаетесь. Так, теперь я вас попрошу помочь натереть сыр. Так. Сыр у нас обязательно должен быть твердый. Ага. Ну или полутвердый. Ага. Так, Так, терка у половинку. нас есть. мгм. Все полностью натереть это? Так, если мы будем использовать вот этот весь батон, то желательно всю. Да. Так, у нас вот Его чеснок. надо мелко, да? Да, мы его мелко сейчас. Ну, его можно либо надавить специальной давилкой. Надавить и порезать мелко. Да. Евгения, если я не ошибаюсь, вы же по первому образованию учительница. Да. Да, а как так получилось, что вы стали и предпринимателем, и архитектором, и дизайнером, и декоратором? Расскажите, пожалуйста. Это очень долгий жизненный путь. Да. Ну, когда я закончила педагогический колледж, потом поступила в институт тоже педагогики. Сначала я думала, что я буду педагогом, у меня даже в мечтах это стояло, типа хороший педагог, но потом я поняла, что так, это, наверное, будет не мотивация для учителей. Да. Лучше- Ну, у каждого свой путь. Ну, Да. что тут, ничего зазорного в этом нету. Ну, просто... Я вроде физик, но сейчас А, телеведущий, до этого рекламщик, до этого еще непонятно кто. Ну, то есть это совершенно нормально. в Жизнь наше время. потрепала, да? Но привела к хорошему. Я не знаю, да, что это, как можно назвать, но это, как говорится, мой путь, да. У вас путь другой чуть-чуть. Да, Да. ну просто я сама решила для себя, что Но учителем вы успели поработать. чуть-чуть, совсем чуть-чуть, да. Чуть-чуть. И чуть-чуть этого хватило, чтобы понять, что, оказывается, Да. можно из жизни и другими вещами заниматься. Да, можно вот Мгм. уже работать на себя. Мгм. И я просто люблю свободу. Мне Мгм. нравится вот себе самое вот время назначать, контролировать его. И когда никто не стоит сверху. Мгм. Ну вот, мне нравится. Ну, творческие люди, они все свободны, мне кажется. Ну да, свободолюбивое Да. это себя как бы это. Хочу работаю, не хочу не работаю. Ну да, хочу в ну, обед стою. Ну да, но когда условно- ты условно так. предприниматель, такого нет, да, скорее всего. Ну Ты да. же всегда на боевом этом. Не поработаешь, не поешь, да? Да, боевой стойки. Да. Мгм. То есть все началось от свободы, от любви к свободе, да? Да, от Мгм. любви к свободе и, ну,
как-то так карты сложились тоже. Все это. А как вы поняли, что это, ну вот, любите готовить, это уже творчество. Ну, любите экспериментировать, это да, уже это творчество, вот, да. Ну вот как пришли к тому, что чем сейчас занимаетесь? Ну, мне никто такие вопросы не задавал. Да? А я первый человек, да? Ты первый человек. Вы первый человек. Мгм. Ну, просто я делала то, что мне нравится. Мгм. Всегда вот занималась то, что вот мне по душе и где нет нервотрепки. Мгм. Ну, вот как-то то, что люблю, то и делаю. Мгм. Так, смотрите, мы немножко чеснок замачиваем в оливковом масле, Мгм. чтобы масло у нас Так, картошка у нас закипела, я предлагаю ее убавить. вот так сделать и вот на шестерку поставить или даже на пятерку. Или тройку даже можно, да? Нет, 5, мне кажется, хватит. Вот так. Ну вот пусть подкипает вот так нормально, да? Мгм. Сильно даже надо ж кипеть. Так, оливковое масло, чеснок. Да, А я мы- между тем сыр уже практически весь Ага. натерт. В общем, мы в целом чеснок замачиваем в оливковом масле. Нам нужно, чтобы оливковое масло пропиталось. Мгм. Ага. Так, наш укроп. Так. Так, укроп у нас уже. Так, укроп мы очень-очень мелко нарезаем. Так. Кстати, вот рецепт хлебцов, он тоже, у него такая интересная история. Так. У меня раньше, когда я сидела дома по уходу за детьми, у меня первые дети-погодки. И получается, я как бы, ну, как в кавычках сидела с детьми. Все равно по уходу, когда я, находясь дома, я все равно вела тоже разные виды деятельности. И вот. И тоже вот, кстати, первое, что это было, я всегда готовила. Я готовила 4 раза в день. Ну, Обязательно. семью кормить, да. ну, Да, ну это вот. И моя семья очень привыкла, что у нас всегда все свежее. Когда у нас бабушка приезжает, она всегда удивляется, то, что если суп остался, на следующий день его никто не ест. Потому Да что, да, они потому что привыкли, что у нас все свежее. ну вот прямо вот с ножа, да? Да, все с ножа. Им прямо нужно, чтобы это горячее все было. И вот так, это мы добавляем сюда зелень. Очень мелко крошим. Мгм. Нам нужна будет миска побольше. Миска побольше. Ну вот Мгм. она есть. Да, и Может получается, сюда переложить. когда ты часто готовишь, ты всегда экспериментируешь и Ну пробуешь да, все ну, новое. учитывая то, что вашу натуру, ну надо же что-то новое хочется Да, попробовать. всегда да. новое. Ага. Никогда не бывало, чтобы одно и то же, всегда что-то новое. И вот тоже также у нас остался батон и тоже вот сыр, и в итоге как-то резко так все перемешала, и в итоге получилось очень классный крем. Ну, то есть, как он называется, консистенция. Так, нам нужно будет масло немножко растаять. Масло Да. растопить. Да, это не просто масло, это я сливочное. предлагаю его сюда поставить, она Ага. стоит немножко, вот видите, вот ход. Да, именно использовать сливочное масло, которое на основе сливок. Потому что если там будет... Давайте вот в эту. Вот сюда прямо? Да. Да. Мы ее немножко, чтобы она мягкая стала. Так, Замягчить, не растопить, да, а именно мы его замягчить. да, замягчить. Да, видите, она уже это, чуть-чуть это. Чуть-чуть мягкой, чтобы стало. И вот. Так, нам нужно сюда будет соль. Соль у нас Соль, где? вот, Мгм. кажется. Соль? Мгм. Соль. Чуть-чуть солим. Ага. Так, здесь у нас натертый сыр, зелень, масло сливочное, именно из сливок, которые. Мгм. Не маргарин там. Я вообще, Ну, кстати, не рама. маргарин, не рама. Да, я вообще такими маслами не пользовалась и никогда, наверное, не буду пользоваться. Но они потому что портят вкус. Ну да. Так, и еще, смотрите, сюда мы добавляем сметану. Обязательно. Сметана, она нам немножко даст кислинки небольшой. Ну и когда она сочетается с сыром, какой-то волшебный вкус получается Мгм. тоже. Так, все-таки я вот тут добавлю еще. А нет, Мгм. 5. Ну, чуть 5. Все-таки картошка должна кипеть. А тут у нас уже запахи пошли, Мгм. чувствую. Это все для Ясно? хлебцов, да? Это все для хлебцов у нас Все идет. для хлебцов. Мгм. Так, это вот так все перемешиваем хорошо.
Так, и добавляем наше масло. Чуть-чуть можно, даже если оно так растопится. Видите, как сливки вообще Да. шикарно выделяются. Полезные жиры, да? Ну, да. Ну, вообще все полезно же, говорят. Все полезно, Надо да. в меру только. Да, во благо энергии. М? Во благо энергии. Да. Так, смотрите, какая консистенция получается у нас. Вот она именно должна быть как соус, чтобы мы его намазали на хлебцы. Ну, как замазка получается. Ну, типа, да. Мгм. И так, еще добавляем обязательно приправы. Так, у нас тут, смотрите, мы подготовили же чесночное Чеснок. и оливковое масло. И масло, чеснок остается. Да, чеснок остается. А это пропитанный, Да, пропитанный, ага. чесноком. Ну, так как у нас давилки не было, мы немножко сухого добавим. Чуть-чуть. Так, для аромата. Да. Так, и приправа наша. Обязательно паприка, но в меру. Чуть-чуть. Для цвета и для аромата. Ну, для полезности. И для полезности. Паприка очень полезный продукт. Ученые даже выявили, что если употребляя паприку каждый день, он даже убивает раковые клетки. Кстати, да. Да. А вы специально это изучали, да, или откуда-то информация? Я всегда все читаю, М. очень много читаю. Ну, это, как сказать, прежде чем Ну, что-то изучить. что да. полезно, да? Да, А что есть мы топ каких-то продуктов, которые вот обязательно? Топ? Вот у нас тоже бывали гости, да, которые, допустим, бывали нутрициологи, ребята, которые фитнес, да, тренеры, которые тоже следят за питанием. Всегда интересно спросить, что, ну вот топ продуктов, которые обязательно нужно кушать для того, чтобы дальше. Знаете, как, допустим, смотрите, нужно учитывать климатические условия. Мы же северяне, Да. мы Мясо нам обязательно Да, надо. якуты мы обязательно рыбу и мясо, потому что у нас недостаток и так витамин идет. Так. И мы это получаем из, вот, как сказать, из забитых животных, да? Блин, так Из звучит. дичи, из дичи, Да, мы получаем вот все это из мяса и рыбы, да, допустим. Ну и чтобы это было вкусно, мы добавляем, допустим, еще полезности. Это зелень тоже, чтобы хорошо у нас все это И для усваивалось. усваиваемости. Да. И пропитание вообще у меня тоже много вообще в общем интересных историй. Давайте хлебцы. Хлебцы. Ну, Приступаем к хлебцам. Да, топ продуктов, я думаю, что это Ну вот паприка, ладно. Паприка, ягоды обязательно. Какие? Ягоды вот. Любые. Нет, не брусника. Вот она. Она у нас растет. Она у нас растет, и я считаю, что те, кто страдает давлением, вот она очень хорошо помогает, так как я сама вот с давлением. Так. Так, давайте проверим картошку. Она у нас уже. Мы ее должны чуть-чуть не доварить. Чуть-чуть Чуть-чуть. альденте, да? Да. Ну, Так, пускай пока. я попробую на соль. Ага. Я соли мало добавил. Если что, подсолить. Мгм. Так, здесь мы. Чуть-чуть подсолю. Так, опять же мы устанавливаем пергамент, чтобы у нас Не прилипато. не прилипал. Ну и вообще, когда с металлом соприкасается еда, у него вкус все-таки теряется. Это тоже из опыта. Да. Ага, ну и эстетика, да, тоже. Так, смотрите, намазываем вот таким слоем. Вау. И вся фишка будет Потому что она растопится, пропитается. Да, вообще, как сказать... Это будет даже круче, чем просто чесноком натереть. Да, это Да. будет круче. Попробуйте, можете дома тоже экспериментировать. А можно же сырым же кушать. Можно и так. Но Ну, когда да. будет горячим, еще будет круче. Да, горячим круче. Буквально на чуть-чуть, наверное. Но да? смотрите, дома я делаю несколько вариаций. Допустим, иногда, чтобы сыр растаял, а иногда я жду, чтобы он немножко поджарился, он такой хрустящий. Есть даже. вариации разные. И это разные вкусы совсем. Ну да, да. Но мы сегодня... Сыр же может чуть-чуть подгореть, там он Да, корочку да. приобретет тоже, да? Еще есть такая вариация, когда они вообще остывают, и они потом становятся как кириешки такие. На завтра. На завтра. В да. дорогу. Это, да. Ну, Ну, я вот мужу так собираю всегда. Можно, кстати, делаю. так, да? Ага. Потом как бы между работой там Да. похрустеть. Кстати, мужа я часто готовлю тоже в дорогу, когда он уезжает в гастроли. Можете все сделать, да, потому что, смотрите, у нас съемочная бригада Да, мы сейчас большая. всех накормим. Ребята стоят, смотрят просто. Тем более, что такие уже запахи пошли. Клевые. Я старалась, я Да, да, да. У нас все хорошо получается, Евгений. Благодарю. Так,
Ну и, в общем, так оформить. Это вообще очень быстро и легко. Ну да. У меня примерно где-то на такое блюдо, вот, чтобы вот это все приготовить, ходит минут 20-25. У меня всегда есть регламент времени. Но в большем случае я люблю релаксацию получать. Ну, то есть слишком много Кофе, так. времени на такие обыденные вещи не тратить, да? Да. Ну, то есть вы, скорее всего, там, семье говорите, во сколько будет ужин, готовьтесь, типа, да? Да, У вас или- есть или- какие-то семейные ритуалы, там, У нас совместные ужины, там, да, наверняка? Ритуалы. Хорошо кушать. Хорошо кушать? У нас, да, как у в каждой нормальной семье, у нас тоже есть свои традиции, ритуалы. Ну, у нас, если так подумать, ну, у нас много чего есть. Вот мы даже, кстати, в последнее время практикуем вместе готовить тоже. Они мне помогают. Детей приобщаете? Да, дети обязательно. Дети, муж тоже, кстати. Муж тоже готовит? Виталий чекушку тоже мне готовит, да? помогает, да, он всегда мне помогает. Красавчиком. Когда дома, он всегда помогает. Вдвойне повезло. Да. Да, И вам ему с ним повезло, получается. да, ему Да. со мной повезло. Да. Взаимно. Да, нам друг другу. Мы друг друга нашли. Нас Вселенная соединила. Так, а давайте сейчас поговорим про то, что вы сейчас занимаетесь. Какое у вас главное направление? Или таких нету? Я знаю, что у вас их много. Ну, У то меня- есть я уже перечислил все. У меня очень много всего, да. Ну, Когда... Так, это мы пока подождем, да? Да, подождем, Пока духовка да. освободится. мгм. Направлений получается, Можем так подложить, твор- пока вот здесь пусть стоит. когда ты творческий человек, чтобы, допустим, одно дело не выгорало, но бывает же выгорание у каждого личности. Ну да, какой-то бывает надоедает, либо Да. там, ну, одно и Ну, то же вроде там как. в День депрессняк сурка. кто-то, да, Ага, вот. ага. Я вот эти дни сурка вообще не люблю. Мне всегда нужно что-то новое, изучаю. И всегда вот в направлении... Мне нравится творчество в том, что там много направлений. Вот у дизайнера же тоже. Допустим, есть ландшафтный дизайнер, я тоже это пробовала. Ландшафт. Вы дизайнер еще и по интерьеру же, да? Да, интерьеры, декоратор. Мгм. Ну, вот сейчас, допустим, я веду проект по магазины декорирую, там, получается, оформляем полностью зоны Мгм. и помогаю выставлять товары так, чтобы они шли как продаваемые. Ну да, Сапожник это без сапог, как-то звучит. правильно даже это Да. называется, чтобы, ну вот, Да, товар. и это тоже отдельные специалисты, и вот это я тоже практикую. Мгм. Ну, это когда просят, и я беру очень интересные проекты. Скучные я не беру. Всегда многим отказываю, если там что-то, ну, иногда бывает неинтересный проект или там банальный. Бывает же там по стандарту кто-то хочет. Мгм. Я беру необычный там, ну вот, Что-то такое, вау-эффект, да, да? чтобы эффект был, чтобы я там тоже реализовала свои идеи. И я никогда не повторяю свои работы. Я еще вот, допустим, делаю штукатурку разную, интерьерную тоже. Делаю этническую штукатурку. Вот у меня была работа тоже этническая штукатурка, этюды, типа этнические, типа как книжка такая. А как вы к этому пришли? Ну, то есть вы Это как-то специально учились? либо Это все сама обучаюсь. Все изучаю, да, самообучение? да. Я потом беру все. Я сначала изучаю, потом беру эти продукты и экспериментирую. Пробуете? Да, вот допустим. Своими руками? Да. Я у вас был в Массивской, вот, да, вчера. кстати, Я там увидел, да, чего только не Там, было. Там. кстати, штукатурка тоже моя. И в коридоре тоже. Да, Мгм. сами сделали. Да, все это тоже. Это был эксперимент материала. Я экспериментирую материалы, начиная от простых и до сложных. Мгм. Тоже химический состав изучаю, чтобы у них была плотность, чтобы это все зафиксировалось и было, как сказать, на качество. Мгм. Это длительный процесс, но зато качество обалденное получается. А бывает так, что это, ну, боитесь, что, ну, блин, не получится, или глаза боятся, руки делают? Да, вот, кстати, глаза боятся, руки делают. Ну, а будь что будет, типа, Да, да? ну, нет, такого не бывает, что будет. Но иногда, да. А вот что-то получится, Авось, да? да. Что-то Но у получится. меня действительно были проекты, которые я просто говорю, вы мне полностью доверяете, Мгм. и я сама все веду. Ну, примерно говорю, какой будет стиль. Ну хорошо, а когда вы начинали, каким образом вы первых клиентов находили? Ой, я уже не помню, у меня просто Да. такой Не, ну большой как, вы опыт. неизвестный дизайнер, там, да, ну вот Ага. декоратор, что-то там делаете, ну каким образом вы как, А, себя рекламировали, кому-то Знаете, там? Ага. первый вообще пошел, как сказать, когда я себя попробовала как мастера-дизайнером, Ну, не просто дизайнер, там, который спроектировал 3D, да, там,
показал на картинках, а я конкретно вместе с работниками работаю. Я сама там штукатурю, крашу, я процесс веду То есть весь. набивали руку? Да, чтобы изучить тоже труд и объем, чтобы оценивать тоже работу. Ты Ну, же то есть оплачиваешь самому потом. уметь для того, чтобы Да. нанимать работников. Да, Правильно. и чтобы знать качество тоже. Ну, И чтобы требовать с работников ну тоже. да. Это что так плохо сделал? Может, так, типа, да. Ага. Ну, получается... Кто так работает, типа, да? Минус 5000. Да, минус 5 тысяч. Зарплаты сегодня не получишь. Ну, получается, первый проект — это когда мы вообще детей отправили к бабушке в деревню, в Алекминск. И там, получается, мы остались с мужем наедине в большом доме. И тут у меня проснулось творчество. И я вот... А не сделать коленкам ремонт, типа, Да, А, и нифига. просто взяла, как сказать, у нас зал большой, там почти 45 квадратов. Слушай, ничего Да. себе. У И- некоторых квартир меньше, так. Да. И получается, там я начала пробовать штукатурку. Все там изучала, я так покупаю, допустим, штукатурку и читаю, как это все делается. Как разбавлять, как Да, смесь делать да. и все прочее. Оказывается, это Ага. вообще очень просто, когда готовые смеси. Ну да. Ну, это реально очень Взять просто. это, дрели все. Да. Да, Ну, в принципе, так. Но я могу сказать, что в штукатурке 99% все зависит от художника. Не Ну от да. качества материала. Ну Материал да. может вообще любой быть, даже очень бюджетный, но все зависит от художника. Вот как ты поведешь кисть, так и будет. Насколько у тебя фантазия, и ты можешь вообще шедевры сотворить. Ну да. И вот у меня даже есть угол такой, я его специально оставила, это где мои первые пробы в мазки, вот эти штукатурки. И потом я просто весь вот этот 45 квадратов наша площадь, я все сделала стены, штукатурку, вот да. так заштукатурили. Да, и потом у нас паркетные полы, мы сняли этот первый слой лака. Зациклевали. И, Правильно я да, сказал? Ага, и так. правильно, очень. И Я получается- потому что тоже Да. немножко Шарю, да? да, шарю, да, я Ну. тоже так ремонтом занимался. какое-то Здорово время. вообще. Так. Ну и получается, я потом подумала, а зачем просто лак наносить? Опять же, это же скучно. И взяла, сделала амбре типа. И сделала типа акварельное покрытие такое. Мгм. И у Ну, меня чтобы получи- было вот это, Да. да, переходы. Да, и у нас все потом, когда зашли, удивлялись, типа как, типа до и после. И тогда я поняла, что все-таки надо продолжать Мне кажется, мечтать. картошка готова. Да, она уже готова, кстати. Да. Вот так делаем. Ну и все, я уже потом начала практиковать вот это дизайнерское. Ну, у меня очень было много заказов, но у меня, как сказать, есть такой минус большой, я не фотографирую свои работы. Я просто делаю и ухожу как фея. Пришла там, наколдовала и Нет, ну улетела. как для будущих этих. Вот А моя работа, у вот меня, моя знаете, работа. вот сарафанное радио. А. Вот действительно, все крупные клиенты пришли с сарафанного радио. Ага. Они потому что увидели работу. Говорят, такая девушка есть мощная. Да. Говорят, да? Говорят. Ключевое. Да, никаких фоток, никаких Я работ. такая фея, Да, если что, говорят. да. так. Говорят. Ага. Ну, они просто приходят, смотрят на объекты и видят, ну, спрашивают, кто дизайнер. Кто-то в гости пришел. Кстати, Да, бывает, вау, да. какой новый ремонт, хороший. Посмотрели, говорят, а вот делала Евгения. Вот, И в так итоге выходит. начинает, да, сарафанное радио. Вот, допустим, Это большое везение. это по сей день у меня, вот, допустим, идут заказы. Вот, допустим, ну, я их всегда четко отбираю. Потому что вся моя работа — это энергия. И я с душой отношусь ко всему. Ну, и получается, даже когда работу принимает, там чувствуется, ну, даже атмосфера такая вся, вау, как я, да, такая. Ну и вот. А у меня есть брат, который очень часто любит повторять: всегда старайся делать все очень хорошо. Плохо, она говорит, само получится. Кстати, да, Да, молодец вот да, такой. это такой, таким Нам подходом нужно все время. на дуршлаг опрокинуть. Нет, давайте я просто воду солью. А, Итак, мы взяли, друзья, немножко паузы. Время, кстати, у нас это позволило. И нам уже положенное время наступило для того, чтобы мы достаем вытащили ребрышки. Да. наши ребрышки. Мы посмотрели, что они уже... Ау! Прям аромат, да, бьет Да, по прямо лицу. жестко аромат, шкварчат, готово. Всё, мы наши Евгений говорит, ребрышки. что они уже все, уже Да, дошли они до нужной дошли. консистенции. И нам сразу нужно ставим положить, хлебцы. да, время засекаем, какое-то время, да, как раз до конца окончания нашей передачи. Хлебцы тоже должны подойти. Смотрите, Все, как она закрываем. всё пропекается. Тоже 200 градусов. Итак, что чуть-чуть. следующим? Так, Чуть-чуть давайте, туда. пускай они у нас чуть-чуть
подостынут, и мы Они сейчас подойдут, уже, да? Да, А обычно подойдут. Семен говорит подойдут. Я не знаю, куда они подходят, но он говорит, подостынут. они немножко Ага. подойдут. Так, ну, сейчас мы немножко начнем уже оформлять наше блюдо. Для сервировку. Сервировку Потому что, да, делать. действительно, когда очень красиво, всегда же хорошо. Да. И аппетитно, да. Аппетитно. Человек сначала смотрит, кушает глазами. Так, сейчас мы наш картофель алекминский. Олег, вы часто Алекминский повторяете картофель это. выкладываем. Ага. Так. Всем Свинина. алекминским привет. Свинина хатасская, да? Или мархинская? Она вроде из России приехала. Российская? Российская. Российская. Так, Россия, Россия. смотрите, какой ароматный картофель тоже. Да, очень. Он на вкус великолепный, очень мягкий, нежный. Слюнки просто текут. Так, мы сверху ложим кусочек масла. Ну, чтобы он Тоже, так... да, он чтобы у нас растекся. Мы уже положили его в Ну вот. кастрюльку. Да, ножиком Ну, можно да, у нас взять. уже с маслом она уже оформлена. с маслом. Да, для наших зрителей. Да. Так, и так. И Следующий этап. следующий этап мы просто зеленью посыпаем. Нам нужно также мелко-мелко сделать зелень. Мгм. Какой Зелень- нож хороший. зе- Такая с ножом потом ушла. Да, да, Семена нож, будьте очень аккуратны. Это Так, чуть-чуть вот так зеленью оформляем, чтобы это было эпично и вкусно. Да. И красиво, и вкусно, Да. и полезно. Да, То есть, просто укроп думаю, же очень советуют очень кушать. полезный, да, у него тоже Да. свойств, витаминов. я знаю, от чего он помогает, но не буду говорить это вслух. Да, на уши. Да, да. на ушко Потом за скажу. кадром скажу, от чего он помогает. Ну, полезно для мужчин. Так, Так. Ну, все, теперь И будем теперь- разделывать наши ребрышки. да. Давайте, вот есть, в Здесь принципе, можно такой прямо- острый нож. Аккуратно тоже. Здесь, в принципе, сложность. Ну, о, кстати, мясо очень мягко. Смотрите, как. Вау! Ух, как это все. Да-да-да, у нас как раз передача заканчивается, Евгений, надо поторопиться, быстренько сервировать и попробовать. Да, потому что, да-да-да, это редко бывает, что так, ребрышки, ё-моё, одно слово, да? То, что это Одно ребрышки. слово ребрышки. Одно слово это ребрышки. Так, мы сейчас это все тоже. Сколько вам ребрышек положить? Мне как можно больше. Ну, так, все. А вот так можно даже. Да. Ну, тут тоже на вашу фантазию. Да-да-да. Дома я вообще там в разных стилях. Мгм. Ну вот нормально, ага. Вот так. Так, и еще такой момент. Так. Давайте, у нас тут еще осталось немножко соус, который мы делали. Оливковое с чесноком. Оливковое масло с чесноком. Мгм. Сейчас оно еще, наверное, больше ароматнее стало. И чуть-чуть, совсем чуть-чуть вот так делаем. Вот Мгм. так чуть-чуть. Все. И он пикантность нам даст. Ну, прямо как ресторан получилось, действительно. Вот такие тук-тук-тук. Вот, кстати, мой муж лежат капельки. всегда так говорит. Типа, зачем ходить в ресторан, если ты дома готовишь? Да. А Если- мне если у меня хочется есть стыд, да? отдохнуть. А, Я говорю, я хочу отдохнуть просто. В итоге я хожу одна. Так, ресторан, да? да, я часто, кстати, хожу по ресторанам. Вот. Виталий же актер, да, ну вот Да. КВНщик, юмор и все связано. У вас нет желания по этой же линии, тем более вы творческий человек, вообще А, в кино там сняться или где-нибудь там Кстати, попробоваться? мне уже предлагали. Уже предлагали? Да, предлагали, но пока еще, наверное, не готова. Ну, ага. Ну, Ну, значит, есть но такая могу мечта. зачитать стендап, А, да? рассказывать смешные истории. Ага. А кто дома Я больше уже- юморит? Юморит, ну, Ага. я больше всех, Да? да. Или Виталий там дома, там огонь Не, вообще? Виталий дома вообще у нас строгий. Папа, мужчина, такой Ага. крепость, Семьянин? такой Да. брутальный мужчина ходит Ага. всегда. Я там сзади так веселю всех. Наоборот, да? Ну, у нас Надо так, же. И стендап сейчас модная тема. стендап, да. Так. тема. И у нас, по-моему, Давайте Жень, проверим, да. что там. Ой, ну, давайте попробуем такой простой вариант. ну как, это Мгм. быстрый вариант. Это да? быстрый Ну, тем- вариант. Мы достаем. Вы же говорили 5 минут, да? Да, 5-6 Да. минут. Давайте я, знаете, как сделаю? Вот это Она я. уже... Ну, она уже, Ага. да, вот это мы пока отложим. Это в съемочной бригаде. Все-таки оставили, да, одну?
Вы должны И- эти шедевры попробовать. Да, и вот это. И теперь вот это у нас. Так, Так, ну посмотрите, какие они тоже у нас получились. что у нас получилось? Вот их нужно, кстати, пробовать в горячем обязательно варианте, Мгм. потому что если не попробовал горячий, то ты не поймешь. Ну да, в разных вариантах. Горячий, остывший и на следующий день как сухарики, уже Сухарики, такие. да. О, Вот сколько много, да? да, Полезности. разные вариации. Ну, вот, все, можем, да, Ну что, демонстрировать. на камеру нужно поближе положить вот туда, ребята? Там, поближе снять. Да. Жень, поставь, пожалуйста, вот туда. И вот это, ну, чтобы они крупником Вот такие сняли. наш легкий ужин. Да, ну все. Мы уже все показали. Давайте угощаться, Женя. Да, попробуйте Да, ну давайте. еду, Я уже которую я... с нетерпением. Сните. Да, вы тоже берите. И что, как говорится, приятного аппетита нам. Приятного аппетита. Да, давайте попробуем. Сначала я попробую, скорее всего, вот этот, как правильно называть? Хлебцы. Хлебец. Хлебец. Классика. Действительно, вот сметанка, да, такой Мгм. Чуть-чуть кислинку дает. кислинку дает. Ну как, ребрышки наши Господи, вообще получились, да? ошеломительно. Все на глаз делали. Можно стоять и просто кушать, да. Ну, ребрышки нельзя же аккуратно кушать. Да, их нужно кушать так, потом вот такие достать. Но дома у нас их кушают как семечки. Если одну При взял, приличных местах же специальные перчатки Да. дают и все прочее. Нет, ну а вот руками именно тут аж, брали и кушать. аж сок вылетает вместе со Господи. слюнями. Да. Сейчас уже телезрители, наверное, же слюнями зайдутся. Кстати, мясо Не, ну мы хорошо действительно- получилось. Да, все очень классно получилось. Евгения, здорово. Передача у нас, к сожалению, заканчивается. У нас есть такая добрая традиция. В конце нашей передачи, пожалуйста, вот на эту камеру пожелания для наших телезрителей. Всем моим землякам привет! Алло, Минск! Так, не в тему, да? Так, ну, пожелания такие. Питайтесь вкусно, готовьте вкусно и наслаждайтесь вообще жизнью. У нас его очень мало времени, и время очень быстро идет, и будьте всегда позитивны, просыпайтесь с улыбкой, и тогда у вас все получится. Спасибо. Евгения Щукина. Евгения, спасибо вам большое, что были сегодня нашим гостем. А я еще раз скажу, что у нас была в гостях Евгения Щукина, предприниматель, архитектор, дизайнер, декоратор, мастер на все руки, многодетная мама. Спасибо еще раз большое. А я Петр Ципандин. На этом наша передача потихоньку заканчивается. Будьте здоровы, друзья. Кушайте всегда просто И вкусно. Да. А мы уходим за кадр и... Налетайте! И наедаем.